Возможно, благодаря таким спортивным площадкам в Казахстане появятся новые легендарные спортсмены, такие, каким был Кажимукан Мунайтпасов. Сегодня на малой родине богатыря казахских степей отмечали 145-ю годовщину его рождения. В селе, которое носит имя великого борца, устроили праздничные торжества. Не обошлось и без мировых рекордов. Впрочем, обо всем подробнее расскажет Назия Туякова. В селе Кажимукан, неподалеку от Астаны, весь день звучала дамбра. Театрализованная постановка на сцене – история жизни легендарного Кажимукана Мунайтпасова. Хотя о том, как жил и как боролся за то, чтобы жить, великий казахский палуан в селе, носящем имя борца, должен знать, пожалуй, каждый. Ведь именно здесь, в апреле 1871 года, родился обладатель почетного звания «Богатырь казахских степей». Посмотрите на эту редкую пленку, снятую в 1912 году. Кадры действительно уникальные. В одном ряду сильнейшие борцы того времени, в том числе легендарный русский богатырь Иван Поддубный и казахский борец Кажимукан Мунайтпасов. Правда, тогда ему часто приходилось скрываться под разными псевдонимами. От японского имени Ямагата Муханура до грозного прозвища «Черный Иван». Не всем в те времена нравилось то, как звучит на мировых подмостках казахское имя. Когда мы были детьми, мечтали о том, чтобы быть похожими на наших прославленных палуанов Кажимухана Мунайтпасова и Балуана Шолака. Такая мечта, одна на всех, была у многих казахских мальчишек. Сегодня в честь Кажимукана Мунайтпасова устраивают различные первенства и соревнования. Тысячи ребят взрослеют, мечтая о том, чтобы прославить свою страну. Такие сердца наши палуаны тоже делали уже давно. Вот такой быстрый номер, гвоздь 200, 6 миллиметров. Сергей Цирульников так себя и называет, продолжатель традиций казахских палуанов. Таких, как он, показывающих силовые номера в аулах и городах, сегодня остались единицы. А когда-то точно так же поражал воображение сельских зрителей и сам Кажимукан. Кажимукан Мунайтпасов был не только борцом, но и выступал с показными выступлениями в аулах, в селах. Эта традиция, к сожалению, сейчас в Казахстане утрачена. И я считаю своим долгом гражданским эту традицию возродить, насколько это позволяет, насколько это возможно. В моих силах я буду это делать и показывать его номера. В присутствии представителя казахстанской книги рекордов Гиннесса Сергей выполняет сложнейший силовой номер, завязывает восьмерочные узлы, железные гвозди. Исколесив не одну деревню, великий Кажимукан в годы войны, уже будучи в преклонном возрасте, не желая отставать от друзей по цирковой арене, собрал на подобных представлениях 100 тысяч рублей. Они пошли на создание военного самолета У-2, совершившего на фронтах Великой Отечественной больше 200 боевых вылетов. Сегодня я привел на этот праздник своего сына, чтобы он с детства знал и почитал историю жизни нашего великого палуана. Ему пришлось нелегко, но он никогда не сдавался, двигался только вперед. Первый казах, завоевавший титул чемпиона мира по борьбе, к своим победам он шел несмотря ни на что. Когда все остальные побаивались ехать на соревнования в Стамбул, ведь тогда считалось, что победить турков практически невозможно, Кажимукан поехал и победил. В то время самые лучшие должны были быть и самыми жестокими. Кажимукан был жестоким, но это была честная борьба. За гордый и несломленный дух его травили уже потом. В 1937-м посадили в тюрьму. НКВД поставил ему в вину даже заслуженные медали. Батыру приходилось уезжать из страны. Но в конце жизни он все-таки вернулся в родные степи. Правда, поддержки от советского руководства республики так и не дождался. Лишенный пенсии и обещанного дома в возрасте 77 лет он умер от воспаления легких, проживая в нечеловеческих условиях в загоне для скота. Сегодня его имя носят улицы, стадионы и населенные пункты. Правда, информация о нем в школьном учебнике по истории Казахстана появилась только в этом году. Не так давно отреставрировали и памятник, установленный в селе Кажимукан. Палуан, вылитый в металле в полный рост, стоит у родного аула и смотрит на людей. Такой же мудрый и несломленный, каким его и запомнил народ. Назия Туякова, Санжар Жартиев, Еркебулан, Тлеухазе. Итоги дня.